В своем служении я предпочитаю разбирать большие темы, а не просто отдельные послания. Я верю, что один из моих даров — Бог помогает мне разбирать библейские истины тематически и систематически. Я спросил Бога, какую тему Он хочет, чтобы я разбирал здесь, в Церкви Христа, и я почувствовал, что Бог хочет, чтобы я сфокусировался на кресте. Именно этим я и займусь. Когда я говорю «крест», то не имею в виду кусок металла или дерева, который висит у многих на шее или красуется на стенах церквей. Я ничего не имею против этого. Но лишь хочу объяснить, что говорить я буду не об этом. Я говорю о том, что принесла на нем смерть Иисуса Христа, как жертва за грех на кресте. Все это я описываю одним словом «крест». Вчера я имел привилегию побывать в первый раз в Церкви Христа. Проведем небольшую проверку. Кто-то из вас ведь был на этом занятии, так? Это очень много людей. Мне жаль тех из вас, кто пропустил это. Мы прекрасно провели время, и это было замечательно. Не столько из-за проповедника, сколько из-за Господа. Господь пришел и действительно посетил нас. Итак, кто из вас был? Да, замечательно, очень много. Осмелюсь сказать, что вчера мы побывали на 9-м облаке. Я говорю людям, не говорите на 7-м небе, потому что это не соответствует Библии, но если хотите, то скажите, что побывали на 9-м облаке, потому что облаков очень много. Любовь Божья к нам проявилась в той цене, которую Он заплатил за наше искупление. Ценой была драгоценная кровь Иисуса. И из Ветхого Завета я показал вам, что Бог предсказал пролитие крови Христа, и в церемонии на День Искупления, которая была записана в книге Левит 16 главе, Бог предсказал, что это будет семикратное окропление драгоценной крови Иисуса. И вчера мы проследили весь этот процесс в Евангелиях. И я хотел бы кратко повторить то, о чем мы говорили. Те из вас, кто слушает мою радиопрограмму, знают, что я люблю повторять сказанное. Я не верю, что можно сказать что-то один раз, и чтобы все сразу все усвоили. Зачастую это не так. 5 лет в Африке я занимался подготовкой учителей для африканских школ, и мы пытались вложить в наших учителей то, что повторение — это признак хорошего преподавания. Итак, сейчас я очень коротко еще раз расскажу о семикратном краплении крови Иисуса, как это записано в Евангелии. Прежде всего, в Гефсиманском саду, когда Иисус молился в агонии, его пот капал на землю, как большие капли крови. Затем, когда его привели в дом первосвященника и начали оскорблять там, то там его ударили по лицу розгами. В результате выступила кровь. В какой-то момент своих издевательств над ним они стали вырывать волосы из его бороды целыми клочьями. Конечно, так появилась кровь. Затем Понтий Пилат отдал его на избиение плетьми. Римские плети — это были хлысты с шипами, в которые были вставлены кусочки костей и металла. И когда эти шипы касались спины человека, то они буквально вырывали куски плоти. Затем, насмехаясь над ним, над тем, что он был назван царем, они поместили терновый венец на его голову. Если вы будете в Израиле, то даже сегодня сможете увидеть эти шипы. Они длинные, очень жесткие и невероятно острые. Они надели этот венец ему на голову, а потом били его по голове, вбивая таким образом эти шипы в кожу его головы. После этого кровь потекла по его лицу и стекала с его бороды. Пророчески в 52 главе Исаии предсказано это. Он сказал, что вид его был обезображен. Это было настоящее месиво. В одном из современных переводов сказано, что он утратил человеческий вид. Затем его пригвоздили к кресту, вбили гвозди в его руки и ноги, и, наконец, после его смерти один солдат проткнул его бок в районе сердца, и оттуда вытекли кровь и вода. Это и есть семикратное крапление крови, которые были предсказаны в церемонии в День Искупления. Затем я говорил, что в книге Левит, 17 главе 11 стихе, Господь говорит, что жизнь всякой живой души находится в крови. Также Он говорит, «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». Это еще одно величайшее пророчество из Ветхого Завета. Это не было просто постановление о том, что израильтяне должны есть пищу без крови. Это было предсказание о кресте.
Душа, тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника на Голгофе, чтобы искупить души ваши». Затем в Исаии 53 главе 12 стихе, в другом великом пророчестве об искуплении, Исаия говорит, что он изольет свою душу до смерти. Как это возможно? Только через кровь. Душа находится в крови. Иисус излил свою душу как жертву за грех, принесенную за все человечество. Его душа заняла место вашей души и моей души также. Он стал последней жертвой за грех. Но сегодня мы поговорим о чем-то очень практичном. То, что я описал вам, это правда, и это прекрасно, но в каком-то смысле мы не всегда знаем, как сделать все это реальностью в нашей жизни. Поэтому сегодня я буду учить о том, как применять кровь Иисуса, как получить все преимущества крови Иисуса для своей жизни. И вначале давайте откроем Откровение, 12 главу, посмотрим 11 стих. Здесь речь идет о так называемом большом конфликте последнего времени, который произойдет в будущем, в конце этого века. Конфликт, в который вовлечены небо и земля. Когда я говорю о веке сём, я не имею в виду 20 или 21 век. Следует понимать, что тут подразумевается определенный этап времени, отведенный для исторических событий и для планеты Земля в целом. В нем будут участвовать ангелы Божьи, сатана и его ангелы, а также Божьи люди, живущие на земле. Итак, Откровение. Откровение, 12 глава, 11 стих. «И победа будет одержана Богом и Его людьми». Я хочу сказать вам это сразу. И этот отрывок описывает, как люди Божии на земле, люди, верящие в Бога на этой земле, сыграли свою роль в получении этой победы. Это заявление, сделанное ангелами, но сделано оно о верующих на земле. Итак, здесь сказано, они победили его. Кто это они? Они — это такие же люди, как мы с вами, верующие в Иисуса Христа. Ну а кого же они победили? Конечно же, сатану. Это очень важно. Это также ясно показывает, что между нами и сатаной может быть прямой конфликт. Никаких посредников. Они победили его. Затем сказано, как они его победили. Кровью Агнца и словом свидетельства своего. А потом сказано, какого рода людьми они были. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Одним словом, они были посвященными, полностью посвященными. Только такие христиане пугают сатану. Полностью посвященные христиане. Что означают слова? Они не возлюбили души своей даже до смерти. Это значит, что для них остаться в живых — это не самая главная цель. Их главная цель — это исполнять волю Божию, независимо от того, останутся они живыми или нет. Остаться в живых — это не самое важное для них. Самое важное — это быть верными Богу и исполнять Его волю. Мы говорим о том, что мы воины в армии Христа, но многие из нас имеют слабое и довольно сентиментальное представление о том, что же такое быть воином. Я не по своей воле 5 лет был солдатом британской армии во время Второй мировой войны. Итак, когда я попал в эту ситуацию, то я не получил из командного штаба красивый сертификат, в котором было написано: «Мы гарантируем, что вы никогда не потеряете свою жизнь». Ни один солдат никогда не вступал в армию при условии, что его никогда не убьют. На самом деле, когда солдат вступает в армию, то это одно из его посвящений. Оно заключается в том, что он может умереть. Это может стоить ему жизни. То же самое можно сказать и об армии Господа. Он не дает никаких гарантий, что вам не придется отдать жизнь. Люди, которых боится сатана, — это те, кто не боятся положить свою жизнь. Жизнь и так коротка. Она не вечная, и она не всегда усыпана розами, не так ли? Было бы глупо упустить вечную славу ради нескольких коротких лет на земле. Я считаю, что это демонстрирует эгоизм. Нужно правильно расставить приоритеты. Я думаю, что мы должны говорить: для меня самое важное в жизни — это исполнять волю Божию.
Есть замечательное утверждение в первом послании Иоанна 2 главе, 17 стихе. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Когда вы объединяете свою волю с волей Божией, то становитесь непотопляемым, непобедимым, непоколебимым. Вы также полны надежды, так как воля Божия благая, угодная и совершенная. Вы отождествляете себя с волей Божией, когда для вас не так уж важно, живете вы или умираете. Вы непобедимы. Ну а сейчас давайте поговорим, что значит побеждать сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Это одно из наибольших сокровищ истины, которые я получил от Бога. Его ценность нельзя оценить деньгами. Вы могли бы предложить мне миллионы долларов, но этого было бы недостаточно. Никакие деньги не сравнятся с ценностью этой истины. Я скажу очень просто и, надеюсь, ясно. Послушайте внимательно. Мы побеждаем сатану, когда мы лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божие, о том, что для нас делает кровь Иисуса Христа. Я скажу это еще раз. Мы побеждаем сатану, когда мы лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божие, о том, что для нас делает кровь Иисуса Христа. А сейчас я покажу вам, как это сделать, но вначале я хотел бы привести пример из Ветхого Завета. Это будет пример из пасхальной церемонии, которая записана в 12 главе книги «Исход». Помните, что в этой церемонии через жертвоприношение пасхального агнца Бог предоставлял полную защиту для всего израильского народа, но им нужно было сделать определенные вещи с агнцем и его кровью, чтобы получить эту защиту. Я не ожидаю, что вы так просто запомните всю эту информацию, поэтому попрошу вас повторить эту фразу за мной, чтобы она закрепилась в вашей памяти. Не пытайтесь сказать ее вместе со мной, я разобью ее на части, а вы повторяете ее за мной. Мы побеждаем сатану, когда мы лично свидетельствуем о том, кто говорит Слово Божие о том, что для нас делает кровь Иисуса. Для нас. Перед тем, как открыть Исход 12 главу, я прочту одно предложение из первого послания к Коринфянам. Это 5 глава, 7 стих. Я прочту лишь последнюю часть стиха, «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Иными словами, Павел говорит, что ветхозаветная Пасха в Египте — это пророческая картина или предварительный показ того, что должно случиться благодаря жертвенной смерти Иисуса на кресте. Христос — это истинная Пасха. Именно Его кровь, а не кровь пасхального агнца, гарантирует нам полное окончательное искупление. Однако то, как Израиль должен был применить кровь агнца, это прекрасный пример для нас. Поэтому далее мы откроем Исход 12 главу и прочтем с 21 по 23 стих. И я хотел бы также сказать вам, что этот пасхальный обряд — это одна из библейских иллюстраций о невероятной ответственности Отца, потому что единственные люди, которые могли обеспечить спасение своим семьям, это были отцы Израиля. Если бы отцы Израиля не послушались, то Израиль не был бы защищен. Я думаю, что сегодня одна из величайших социальных проблем — это безответственные отцы. Много раз на консультациях родителей с проблемными детьми я говорил: нет безответственных детей, есть лишь безответственные родители. Те проблемы, которые нас так беспокоят — аборты, наркотики, разбитые семьи и многие другие социальные проблемы. Я считаю, что если обратиться к их источнику, то окажется, что источником-то являются безответственные отцы. Обратите внимание на этот контекст. Если бы отцы не сделали того, что нужно, то Израиль не был бы искуплен. У Бога не было плана «Б». У него был только план «А», и он зависел от отцов. Это называется Пасха, и вот почему это называется Пасхой. Потому что Господь пообещал пройти мимо дверей, которые были защищены кровью агнца. В определенный момент каждый отец должен был выбрать агнца размера, подходящего для его семьи. Затем им нужно было
принести агнца в жертву и собрать его кровь в отдельную посудину. Итак, как я уже сказал, это была ответственность отцов. Только они могли выполнить эту миссию, возложенную на них. Хорошо. Исход 12 глава, 21 стих. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Итак, эта кровь была очень ценной. Ни одна капля не должна была упасть на землю. Агнец был заклан, кровь была в посудине. И это было средство защиты, но в посудине кровь не защищала ни одного человека. Отцы должны были перенести кровь из посудины на двери своего дома и нанести или окропить ею верхнюю балку и два дверных косяка, но не порог. Никто и никогда не должен был переступать кровь. Итак, судьба всего Израиля зависела от перенесения крови из посудины на дверь. Как же это сделать? Очень просто. Бог сказал: возьмите небольшой пучок иссопа. Иссоп — это сорная трава, которая на Ближнем Востоке растет повсюду. Сорвите пучок иссопа, окуните его в посудину с кровью и окропите кровью дверь. Итак, иссоп, который был, так сказать, неважной вещью, сыграл важнейшую роль в искуплении Израиля. Затем Бог потребовал еще одного. Он сказал: когда кровь будет нанесена на двери, вы должны оставаться дома. Не выходите на улицу, потому что как только вы выходите за пределы крови, то вы больше не под защитой. Оставьте закладку в этом месте, Исход 12 глава. Давайте на минутку откроем первое послание Петра. Мы прочитаем 1 главу, 1 стих, а также 2 включительно. Обратите, пожалуйста, внимание в тексте, что идет перед окроплением. Послушание. Кровь не кропится на непослушание. Ее действие не распространялось на тех, кто не послушался и вышел из дома. Первое послание Петра, 1 глава, 1 стих. Итак, приветствие Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. И вот как он их описывает. «Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Итак, запомните, что в крови есть совершенная защита, но она только для послушных. А теперь давайте вернемся к пасхальной церемонии. Кровь была в посудине, и она должна была быть перенесена на дом. Они срывали небольшой пучок иссопа, опускали его в кровь, кропили кровью дверь, и тогда были в безопасности. Павел сказал, что Христос — это наша Пасха, закланная за нас. Иными словами, Христос был заклан 20 веков назад. Если использовать ту же терминологию, то кровь уже в посудине, но кровь в посудине никого не защищает. У нас та же ситуация, что и у Израиля. Нам нужно применить кровь из посудины к тому месту, где мы живем. Тогда под защитой, потому что мы были послушны. Итак, вопрос в том, как нам взять кровь из этой посуды. Кровь Иисуса к тому месту, где мы живем. И теперь мы снова возвращаемся к Откровению 12 главе 11 стиху. Мы побеждаем его кровью агнца и словом свидетельства. Помните, что мы говорили? Мы побеждаем сатану, когда мы лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божие, о том, что для нас делает кровь Иисуса Христа. Итак, что доставляет кровь из посудины в наш дом? Наше свидетельство. Свидетельство — это очень просто. Это значит сказать несколько слов в соответствии с Писанием. Это как пучок иссопа, но он нас спасает. Это наша защита.
Я не могу передавать всю важность вашего свидетельства, вы сами должны это понять. Но есть еще одно место Писания, связанное с этой темой. Это Евреям, 3 глава, 1 стих. «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумеете посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Автор послания к евреям называет Иисуса первосвященником нашего исповедания. Вы ведь знаете, что такое исповедание? Исповедание значит говорить то же самое, что и. Итак, для нас, верующих в Библию и в Иисуса Христа, исповедание значит, что мы говорим своими устами то же самое, что Бог сказал в Своем Слове. Так слова наших уст ассоциируются с Божьим Словом. Иисус — первосвященник нашего исповедания. Братья и сестры, нет исповедания, нет и первосвященника. Он может заступаться за вас только тогда, когда вы исповедуете правильные вещи. Итак, как бы вы это ни называли, исповедание или свидетельство, оно крайне необходимо для того, чтобы вы получили Божие спасение. Иисус сказал, что своими словами вы оправдаетесь, и своими же словами вы будете осуждены. Вы решаете свою судьбу своими словами. Иаков сказал, что язык — это как радар на корабле. Это очень маленькая деталь корабля, но она определяет, куда именно идет корабль. Мы определяем курс нашей жизни с помощью того, как мы используем свой язык. Вы можете говорить правильные вещи и делать так, чтобы ваши слова согласовывались со Словом Божиим. Или же вы можете говорить вещи неправильные и привести к тому, что ваша жизнь собьется с курса, и вы либо безопасно доплывете до гавани, либо потерпите кораблекрушение. И все это зависит от того, как вы используете свой язык. Многие из нас, христиан, очень беспечны и безответственны в использовании нашего языка. Люди говорят: «Умираю, так хочу тебя увидеть». Никогда такого не говорите. Американцы говорят еще: «Пекотно до смерти». Вот такого тоже не говорите. Это совсем не смешно. Я понимаю, почему вы смеетесь, но никогда не говорите о себе то, что вы бы не хотели, чтобы исполнилось в вашей жизни. Не нужно себя недооценивать. Бог считает вас ценными. Он вложил в вас кровь Иисуса. Когда вы считаете себя смиренным и поэтому критикуете себя, то на самом деле вы критикуете Божью ручную работу. Библия говорит, что мы Его творение. Как вы смеете критиковать Божью работу? Гордость — это огромная проблема христиан. Но еще одна проблема, такая же серьезная, как гордость, это недооценивание себя не за то, кто мы, а за то, кем Бог нас создал. И сейчас я предоставлю вам практическую демонстрацию того, как перенести кровь Иисуса из посуды на то место, где вы живете, или в вашу жизнь. Очевидно, что вы не можете свидетельствовать о том, что Слово Божие говорит о крови Иисуса, если вы не знаете, что говорит Слово. Итак, одно из важных требований — это знать, что Библия говорит о крови Иисуса. Я уже говорил, что в Новом Завете сказано о семикратном краплении крови Иисуса, и сегодня мы об этом поговорим. Есть 7 основных путей, которыми, согласно Новому Завету, кровь Иисуса работает для нас. Первый — это искупление. Мы прочтем несколько мест Писания. Во-первых, это послание Ефесянам, 1 глава, 7 стих, в котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его. Искупление значит выкупить. Мы были в руках дьявола, но Иисус выкупил нас своей кровью. Итак, давайте еще раз прочитаем этот стих, в котором мы имеем искупление кровью Его. Затем, первое послание Петра, 1 глава, 18 и 19 стихи. 1 Петра, 1 глава, 18 и 19 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Заметьте, что слово «агнец» возвращает нас обратно к Пасхе и пасхальному агнцу. Иисус был без пятна, без первородного греха, без порока и без личного греха, и мы были искуплены Его кровью.
Я также хотел бы открыть 106-й Псалом, 2 стих. Там написано: «Тогда скажут, искупленные Господом, которых искупил Он от руки врага». Кто такой враг? Это, конечно же, сатана. Но если мы искуплены, то что мы должны с этим делать? Мы должны говорить так: нет говорения, нет и искупления. Думаю, вы это хорошо понимаете. Именно ваше исповедание, ваше свидетельство запускает это в работу для вас, иначе кровь остается в посуде. Что же мы можем говорить? Приведу вам небольшой пример. Это можно говорить по-разному, но мое личное свидетельство звучит так: кровью Иисуса я был искуплен из рук дьявола. Братья и сестры, я не горжусь тем, где я был, когда Иисус встретил меня. Я был в руках у дьявола. В этом нет никаких сомнений. Но сегодня я уже не там, потому что я был искуплен кровью Иисуса из руки дьявола. Ну а сейчас я хотел бы пригласить вас пережить благословение, сказав это вместе со мной. Это будет очень практичное послание. Я покажу вам, как делать многие вещи, и вы будете благословлены лишь настолько, насколько активно вы будете сотрудничать. Вначале я это скажу, а вы произнесете это после меня, а не вместе со мной. Вам понятно? Кровью Иисуса я был искуплен из рук дьявола. Хорошо, теперь попробуем сказать это вместе. Кровью Иисуса я был искуплен из рук дьявола. Это прекрасно. Вы выглядели очень умными, но также очень важно сказать это кому-то другому. Поэтому предлагаю вам повернуться к своему соседу, посмотреть ему прямо в глаза. Не нужно стесняться, просто не будьте при этом религиозными. И скажите: кровью Иисуса я был искуплен из рук дьявола. Обязательно скажите это кому-то. Вот так. Некоторые из вас стали сейчас как никогда свободными. Благодаря этому с вами что-то произошло. А теперь переходим ко второму применению крови Иисуса, а именно к очищению. Давайте откроем первое послание Иоанна, 1 главу, 7 стих, и прочитаем, что же там написано. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, Он — это Иисус, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». На языке оригинала все глаголы в этом стихе стоят в настоящем, продолженном времени. Это очень важно. Если мы продолжаем ходить во свете, то мы продолжаем иметь общение друг с другом. Обратите внимание, что доказательство того, что вы ходите во свете, — это общение. И если вы выходите из общения, то выходите из света. А если вы выходите из света, то в темноте кровь не очищает. Это очень важный факт. Кровь не очищает в темноте. Итак, если мы продолжаем ходить во свете, то продолжаем иметь общение друг с другом, и кровь Иисуса, Сына Его, беспрестанно очищает нас от всякого греха. Это постоянное обеспечение. Где бы мы ни были, если мы во свете, даже если мы в самых оскверняющих обстоятельствах и среди самых грешных людей, даже если на нас оказывается невероятное давление, то пока мы ходим во свете, кровь постоянно очищает нас от всякого греха. Покажу вам еще один прекрасный пример. Оставьте закладку в первом послании Иоанна, мы сюда еще вернемся. Откройте на минутку 50-й Псалом. Это один из величайших псалмов Давида. После того, как он был облечен в 2 больших грехах, прелюбодеянии и убийстве, он обратился к Богу с воплем о покаянии и просьбой о милости. Мы не можем прочесть все, но давайте посмотрим, что он сказал в 9 стихе. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Вы заметили использование слова «иссоп»? Что он имел в виду? Пасху. О чем он думал? Конечно же, о крови. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Какая это привилегия знать, куда идти, когда вы виновны. Думаю, что каждый, кто здесь находится, имеет эту привилегию.
Вы только подумайте о миллиардах людей, которые виновны, но не знают, куда им идти. Вы можете представить, что значит иметь греховное сознание, быть мучимым реальностью своего греха и не знать, куда идти за прощением? В таком состоянии находится половина человечества. Итак, далее мы вернемся к первому посланию Иоанна, 1 главе, 7 стиху, и я покажу вам еще один пример. Я не все планировал, часть этого чистый экспромт. Я делал это и раньше, но тем не менее. Скажу это так. Пока я хожу во свете, кровь Иисуса сейчас и беспрестанно очищает меня от всех грехов. Знаете, почему я сказал «сейчас»? Потому что я хочу сделать это очень своевременным и приближенным именно к этому моменту. Но не только в этот момент, но с этого момента и далее, пока я хожу во свете. Как я уже говорил, кровь Христа во тьме не очищает. Вы хотите произнести это после меня? Пока я хожу во свете. Кровь Иисуса сейчас и беспрестанно очищает меня от всех грехов. Хорошо, а теперь попробуем сказать это вместе. Пока я хожу во свете, кровь Иисуса сейчас и беспрестанно очищает меня от всех грехов. Следующее обеспечение — это оправдание. Оправдание — это теологический термин, который расстраивает некоторых людей, но он не такой уж и плохой. Греческое слово в своей основной форме означает «делать праведным», но оно имеет множество смысловых оттенков. Давайте вначале обратимся к Писанию, а именно к Римлянам 5 главе, 9 стиху. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Итак, мы были оправданы Его кровью. Попробую вам это объяснить. Вы на суде за преступление, караемые смертной казнью. Ваша жизнь висит на волоске. Затем выходит приговор «невиновен». Вот это и есть оправдание. Вы были оправданы, но это еще не все. Вы считаетесь праведным с праведностью Иисуса Христа. Но не своей праведностью, а с праведностью Иисуса Христа. Это также значит, что вы сделались праведным. Оно включает в себя все эти значения. Оправдан, невиновен, считается праведным и сделался праведным. И чтобы вам было проще запомнить, я оправдан, значит, я такой, как будто бы я никогда не грешил. Почему? Потому что я стал праведным праведностью Иисуса Христа, а Он никогда не грешил. За Ним нет никакой вины. У Него нет прошлого, которое нужно скрывать. Братья и сестры, ваша собственная праведность никогда не приведет вас на небо. Исайя сказал, что наша праведность, как грязные одежды. Оставьте эти грязные одежды, и пусть кровь Иисуса передаст вам праведность самого Иисуса. Тогда дьявол не сможет вас обвинять. И теперь оставьте закладку в послании к римлянам. Возможно, мы сюда еще вернемся. Люди говорят мне, что я думаю, что у них слишком много закладок. Хорошо, Исайя 61 глава, 10 стих. «Радостью буду радоваться, о Господе, возвеселится душа моя, о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою праведности одел меня». Вы получаете две вещи — спасение и праведность. Когда вы верите в Иисуса Христа и в Его жертву, вы одеваетесь в ризы спасения, но не останавливайтесь на этом, облекитесь в одежду праведности. В одном переводе сказано «Он укутал меня в одежды праведности». Вы полностью покрыты праведностью Иисуса Христа. Дьявол ничего не может сказать против вас. Если он говорит вам, что вы многое сделали не так, знаете, что нужно сделать? Согласиться с ним. Скажите, сатана, ты совершенно прав, но все это в прошлом. Теперь я одет в праведность Иисуса Христа. Посмотрим, что ты на это скажешь. Хорошо, давайте вернемся к посланию к Римлянам 5 главе. Я еще раз все повторю и посмотрим, к чему мы придем. Послушайте внимательно. Кровью Иисуса
Сейчас пока что не повторяйте за мной, потому что я еще не уверен, что я буду говорить. Кровью Иисуса я оправдан, освобожден, невиновен, считаюсь праведным, сделался праведным так, как будто бы я никогда не грешил. Первый раз не пробуйте сказать это вместе со мной, просто повторяйте это за мной так же, как мы делали до этого. Итак, кровью Иисуса Христа. Говорите. Я оправдан, освобожден, невиновен, считаюсь праведным, сделался праведным, так, как будто бы я никогда не грешил. Сделайте глубокий вдох и скажите «Спасибо, Господь». Хорошо, продолжим. Далее идет освящение. Освящение. Откроем Евреям 13 главу, 12 стих. «То и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Освящение — это слово, которое напрямую связано со святостью. Оно происходит от слова «святой». То есть освящать значит делать святым. Оно имеет два аспекта. Один — негативный. Во-первых, мы отделены от греха и от всего оскверняющего. А во-вторых, мы становимся святыми собственной святостью Бога. В 12 главе, давайте прочтем это. Здесь сказано о Божьем дисциплинарном взыскании. Это Евреям, 12 глава, 10 стих. Наши родители, земные, я имею в виду, дисциплинировали нас на короткое время по своему личному усмотрению. Но Бог делает это иначе. Те, то есть наши родители, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Это послание Евреям, 12 глава, 10 стих. Заметьте, не в нашей святости, как и не в нашей праведности, а в Его святости. Мы имеем участие в Его святости через кровь Иисуса. Итак, Иисус, ради того, чтобы осветить людей своей кровью, умер за воротами. Позвольте показать вам, как применить это к своей жизни. Через кровь Иисуса я освящен, отделен от греха, отделен для Бога и стал святым с Божьей святостью. Не уверен, запомнил ли я то, что сказал, но попробую повторить, а вы, пожалуйста, повторяйте это за мной. Через кровь Иисуса Христа я освящен, отделен от греха, отделен для Бога и теперь стал святым с Божьей святостью. Я освящен кровью Иисуса Христа. Порядок слов можно менять, главное, чтобы был нужный эффект. Только это важно. Итак, что мы сейчас с вами делали? Мы опускали исоп в посудину и кропили себя кровью. Думаю, вы понимаете это. Пока что мы разобрали искупление, очищение, оправдание и освящение. А теперь мы перейдем к жизни. Однажды я слышал, как один проповедник сказал, что кровь Иисуса дала нам только негативные вещи. Она только спасает нас от чего-то. Думаю, это очень опасное заявление. Не могу придумать ничего более позитивного, чем жизнь. Давайте откроем книгу Левит, 17 главу, и посмотрим 11 стих. Я уже цитировал это место Писания. Тут говорится о нашей душе и о том, где она располагается. Итак, Левит, 17 глава, 11 стих. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Итак, жизнь Божья находится в крови Иисуса. Божья жизнь, жизнь Творца. Наш человеческий разум никак не может оценить потенциал этого утверждения, потому что Творец невероятно лучше, чем все, что Он создал. Вся Вселенная — это лишь щелчок Его пальцев. Если бы мы могли понять, что есть в крови Иисуса. Я сказал, что в одной капле крови Иисуса больше силы, чем во всем царстве сатаны. Потому что у нас есть вечная, безграничная жизнь самого Бога, жизнь
существовавшее еще до того, как все было создано. Учитывая все это, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу, и прочтем мы с 53 по 57 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. В учении Иисуса есть два уровня заверений. Иногда он говорит «истина», а иногда дважды употребляет это слово. «Истина, истина». Иисус же сказал им: «Истина, истина, говорю вам». Истина значит, что это важно, а истина, истина значит, что это супер-сверх-важно. Здесь сказано «истинно, истина», поэтому это одно из супер-сверх-важных заявлений. Итак, «истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, я в нем. Как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Это можно использовать по-разному. Я начал свое служение в 46-м году в арабском городе Рамалла на север от Иерусалима. Сегодня это не маленький городок, а большой город. В то время в нашей семье мы с женой и детьми говорили на арабском языке. В вас проникают определенные вещи, которые остаются в вас навсегда. И когда я думаю о причастии или Господней вечере, то всегда вспоминаю то, что говорят арабы: «Халими шариб, дан Исуа», то есть «давайте пить». Кровь Иисуса — это не была какая-то странная, супердуховная фраза. Это так они говорили о причастии. Это можно применять по-разному, но когда я принимаю причастие, то я ем его плоть и пью его кровь. Это камень преткновения для многих людей. Ну, что можно с этим поделать? Некоторых из нас учили, что мы делаем это только как воспоминание, но это не то, что сказал Иисус. Он сказал: «Вы едите мое тело и пьете мою кровь». Мы делаем это и в воспоминания тоже, но это еще не все. Мы также действительно принимаем кровь Иисуса, и нет причин менять эти слова. Есть множество мнений о том, как это становится кровью и телом. Католики и литургийные церкви считают, что это происходит через освящение священником, но, честно говоря, я верю не так. Я верю, что это происходит через веру, когда я принимаю это в вере. Веря в то, что Иисус сказал в Своем Слове, то для меня это становится именно тем, что Он сказал. Не спорьте со мной, потому что я счастлив. Давайте на минуту откроем первое послание Коринфянам, 10 главу. Тут есть и баптисты, и братья. Наверное, это даже Божие провидение. Я помню, как однажды один проповедник сказал своим братьям во Христе: «Иисус сказал, всякий раз, как будете это делать, но беда в том, что вы почти не делаете этого». Ладно, давайте откроем все же первое послание Коринфянам, 10 главу, 16 стих. «Каша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, а хлеб, который преломляем, разве не есть это приобщение к телу Христову?» И затем в 11 главе он продолжает и напоминает им о том, как Господня вечеря была установлена. С 23 стиха и далее он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ешьте, вот это мое тело, за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание». Это правда, мы делаем это воспоминание о нем, но что мы делаем? Воспоминание, собственно. Мы принимаем его тело. Также и чашу после вечери, и сказал:
Сия чаша есть новый завет в моей крови. Это делайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я хочу подчеркнуть, что я не рекомендую всем становиться такими, как мы с Руфь. В теле Христа есть замечательная свобода, и в определенных рамках мы можем делать все, к чему ведет нас Бог. Но это стало для меня очень важным. Я ощущаю невероятную нужду в жизни Божией, и думаю, что со всем смирением я могу сказать, что являюсь рекламой жизни Божией. Думаю, большинство из вас даже не догадывается, что мне 71 год, и частично причиной этого является жизнь на крови Иисуса. Для меня это не доктрина и не теория, это живая реальность. Вот как мы это делаем. Еще раз подчеркиваю, что не говорю о том, что все должны так делать, как мы делаем с Руфь. Мы принимаем причастие вместе, как муж и жена, каждое утро. Каждое утро я говорю одно и то же. Господь Иисус. Я ломаю хлеб и говорю эти слова. Мы принимаем этот хлеб как Твою плоть. Затем мы его съедаем. Затем мы берем... Дорогая, напомню, что мы потом делаем. Да, мы принимаем этот хлеб как тело, буквально. Затем мы берем небольшую чашечку. Я говорю, мы принимаем эту чашу, как Твою кровь. Также я говорю, мы провозглашаем Твою смерть, пока Ты не придешь. Мы делаем это в основном в Иерусалиме, где христиане составляют менее 1% от всего населения. Какая привилегия каждый день провозглашать смерть Иисуса в городе, где Он умер. Некоторые великие учителя Библии XIX века комментировали фразу «Так делайте» или «Провозглашайте смерть Господню, доколе Он не придет». Они говорили, что когда мы подходим к этому обряду, если можно так сказать, то мы выходим за пределы временного контекста. У нас нет прошлого, а только лишь крест. Нет будущего, а только пришествие. Мы провозглашаем Его смерть, пока Он не придет. Каждый раз, когда мы делаем это, то напоминаем себе, что Он грядет. А теперь давайте решим, как мы будем это исповедовать. Давайте все же сделаем это верой. Прежде всего, мы не будем принимать причастие. Я не говорю о том, что вы должны делать именно так, но давайте провозгласим это так же, как мы это делаем с женой. И сейчас скажем, давайте подумаем, Господь Иисус, когда мы принимаем Твою кровь, то в ней мы принимаем Твою жизнь. Жизнь Божию, вечную, божественную и бесконечную жизнь. А теперь повторите за мной. Господь Иисус Христос, когда мы принимаем Твою кровь, то в ней мы принимаем Твою жизнь, жизнь Божию, вечную, божественную и бесконечную жизнь. Спасибо, Господь. Давайте прославим Господа. Просто примите это прямо сейчас. Пусть вас наполнит ощущение божественной жизни, ваше сердце, ваш разум и даже ваше тело. Павел сказал, все, что вызывает смерть, будет поглощено жизнью. Я думаю, что в наших телах идет беспрерывный процесс смерти. Это болезни, тление и остальные вещи, которые могут быть поглощены Божьей жизнью день за днем. Павел сказал, хотя наш внешний человек тлеет, но наш внутренний человек обновляется день за днем. И во внутреннем человеке достаточно жизни, чтобы держать на плаву нашего внешнего человека, пока мы не исполним свое предназначение. Нам осталось поговорить еще о двух эффектах крови Иисуса. Шестой эффект — это ходатайство. Давайте откроем Евреям 12 главу и прочтем с 22 стиха. Евреям 12, 22. Обратите внимание на время. Стих начинается со слов «Вы приступили». Мы не будем приступать.
в духе, а не в плоти. В духе мы приступили, но вы приступили к горе Сиону. Это номер 1, а теперь номер 2, и к городу живого Бога, к небесному Иерусалиму. Не к земному Иерусалиму, а к небесному. Это 3 номер. И тьмам ангелов. Мне больше нравится перевод «в праздничном соборе». Сейчас я не буду вдаваться в детали, но, кажется, в современном переводе сказано «к тьмам ангелов, собравшихся вместе для праздничного собора». Они надели лучшую одежду ради нас. Увидеть множество ангелов в любых нарядах было бы классно, но в праздничном соборе это что-то замечательное. Мы с Руфь были в Бельгии где-то 3 года назад и посетили небольшое собрание лидеров, которое проходило дома. Божье присутствие двигалось среди нас, когда мы смирились перед Ним и друг перед другом. И около 10 минут Руфь видела целую тьму ангелов, которые все время проходили мимо того места. Затем один из них вошел в нашу комнату. После этого она закрыла глаза. Мы можем испытывать это каждый день. Мы ничем не отличаемся от людей из Нового Завета, а они ничем не отличались от нас. Итак, вы приступили к горе Сиону и к городу живого Бога, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к рожденным свыше, чьи имена записаны на небесах. И 5 номер — к судье всех Богу. Слава Богу, что там не только Бог-судья, иначе мы с вами туда никогда не попали бы. Номер 6 — и к духам праведников, достигших совершенства. Я считаю, что это ветхозаветные праведники, которые благодаря своей жизни в вере достигли того, чего мы достигли благодаря рождению свыше. Вернее, не то, чего мы достигли, а то, что мы получили благодаря рождению свыше. 7 номер — и к ходатую Нового Завета Иисусу. Вот почему мы можем находиться там. Если бы там был только Бог-судья, то мы бы никогда не попали туда. Но кроме Бога-судьи, там также есть Иисус, ходатай или посредник. И, наконец, кровекропление, говорящее лучше, нежели Авелева. Крапленная кровь Иисуса говорит от нашего имени на небесах. Она сравнивается с кровью Авеля. Есть 3 основных пункта сравнения. Кровь Авеля была пролита против его воли, а Иисус пролил свою кровь добровольно. Кровь Авеля окропила землю, а кровь Иисуса окропила святое святых. Кровь Авеля взывала о мести, а кровь Иисуса взывает о милости. Это прекрасное откровение. Я не хотел бы никого из вас лишать этого. Бывают времена, когда мы слабы, когда мы под давлением, когда мы не можем молиться и даже не уверены, сможем ли мы дышать. Но в такие моменты хорошо знать, что кровь Иисуса, которой было окроплено место Божьего пребывания, всегда заступается за нас и взывает о милости. Давайте исповедаем это, чтобы применить эту истину. Давайте я попробую. Спасибо, Господь, что даже тогда, когда я не могу молиться, кровь Иисуса просит за меня на небесах. Я думаю, вы готовы это сказать. Спасибо, Господь, что даже тогда, когда я не могу молиться... Ладно, я думал, вы будете повторять за мной. Давайте вернемся и скажем это вместе. Спасибо, Господь, что даже тогда, когда я не могу молиться, кровь Иисуса просит за меня на небесах. И давайте скажем это еще раз, потому что вы говорили это не очень уверенно, а вы должны это провозглашать. Спасибо, Господь, что даже тогда, когда я не могу молиться, кровь Иисуса просит за меня на небесах. Аминь. Последнее. Через кровь Иисуса мы имеем доступ. Эти последние аспекты крови выводят нас за пределы времени и приводят нас в сферу небес и вечности, где мы планируем оказаться в конечном итоге. Давайте откроем послание Евреям, 10 главу, 19 стих. Интересно, что сегодня этот стих уже цитировался во время поклонения. Думаю, что это часть Божьего промысла. Евреям 10 глава, с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение или уверенность». В греческом используется термин «свобода слова». Очень важно, что наше дерзновение дает нам свободу слова. Иными словами, не забывайте, что речь идет о нашем свидетельстве. Если мы не будем этого делать, то этого не будет. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою,
и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою. Обратите внимание, будем держаться исповедания упования неуклонно. В 3 главе сказано, что Иисус — первосвященник нашего исповедания, а в 4 будем твердо держаться исповедания нашего, ну а в 10 будем держаться исповедания упования неуклонно. О чем это нам говорит? Когда вы на самолете, и вам говорят «пристегните ремни», что вас ожидает? Турбулентность. Когда Библия говорит «держитесь исповедания» и «держитесь неуклонно», то это так, будто бы Бог говорит «пристегните ремни». Но не позволяйте турбулентности заставить вас отстегнуть свои ремни. Продолжайте делать правильные исповедания, даже когда кажется, что это полностью противоречит тому, что вы видите вокруг. Божье Слово остается истиной. Вы заметили, что мы имеем доступ в Святое Святых новым и живым путем? Давайте вернемся на мгновение к сцене, описанной в Левите, 16 главе, когда первосвященник входил раз в год в Святое Святых. Он входил с благовониями, которые создавали облако приятного запаха и покрывали крышку ковчега. Это и есть поклонение. Но также он входил с кровью жертвы и кропил ею 7 раз место между завесой и крышкой ковчега. 1, 2, 3 и так далее, 7 раз. Потом он помазывал ею восточную или переднюю часть крышки ковчега, и когда в послании к евреям сказано, что в крови Иисуса мы имеем дерзновение входить новым и живым путем, то имеется в виду это 7-кратное крапление крови и помазание крышки ковчега этой кровью. Мы можем приходить к престолу всемогущего Бога, в самое святое место во всей Вселенной, с дерзновением благодаря кровь Иисуса. Мы имеем доступ. И что мы можем сказать о себе? Скажем так, я скажу это первый, потому что еще не знаю, как это сказать. Спасибо, Господь, что через крапление крови Иисуса я имею доступ к Тебе, всемогущий Бог, в самое святое место во Вселенной. Думаете, я смогу сказать это еще раз? Давайте попробуем. Спасибо, Господь, что через крапление крови Иисуса я имею доступ в присутствие всемогущего Бога, в самое святое место во Вселенной. А закончить я хочу на повторение. Возможно, их следовало представить в другом порядке, но этот порядок кажется мне логичным. Искупление, очищение, оправдание, освящение, жизнь, ходатайство и, наконец, доступ. 7-кратное крапление крови проявляется в нашей жизни 7 разными путями. Но помните, что мы побеждаем сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Но не забывайте, что в конце сказано. Кстати, давайте скажем это вместе, и на этом закончим. Так в конце сказано, что мы не возлюбили нашей жизни даже до смерти. Мы побеждаем сатану кровью Агнца